Все. Ты закроешь, да? Добрый день, уважаемые родители, будущие родители. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре «Психосоматика у детей и подростков». Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь сотрудником Коми-Республиканского института развития образования, методистом Республиканского консультационного центра и занимаюсь также сопровождением и организацией мероприятий в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей», в рамках которого организован данный вебинар. Для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Соболева Илью Евгеньевича, психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии города Санкт-Петербурга, психолога, аддиктолога автономной некоммерческой организации «Социальные инициативы». Прежде чем дать слово Илье Евгеньевичу, я хотела бы познакомить вас с такой информацией. Коми-Республиканский институт развития образования разработал для родителей и для детей портал «Досуговая занятость», где вы можете найти мероприятия именно досуговой направленности. Здесь заключены мероприятия федерального, республиканского и муниципального уровней. Портал дает возможность планировать досуговую занятость в летний период 2020 года. Здесь вы можете найти много нового, интересного и полезного. От IT-технологий, виртуальных экскурсий, научных экспериментов до веселых танцев, мастер-классов и кулинарных рецептов. Для этого вам необходимо зайти на портал досуговой занятости. Ссылочка представлена на слайде. Заходите по данной ссылочке, и вот перед вами представлен данный портал. В левой навигационной панели вы вводите необходимые для вас параметры, и вы можете обозревать все мероприятия федерального, республиканского и муниципального уровней. Событийный календарь портала постоянно обновляется, и, соответственно, много новых вводится различных мероприятий. Так, мы очень надеемся, что портал «Досуговая занятость» будет для вас полезным и информативным, поможет грамотно и с пользой провести свободное летнее время. Итак, Илье Евгеньевичу я предоставляю слово. Илья Евгеньевич, подключайтесь. Так, раз, два, три. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Слышно ли меня, видно ли меня? Все ли у нас хорошо со связью? Дайте мне, пожалуйста, знать. Это только у меня тут висит такая штука интересная, или слышно, но не видно? О, видно? Все, вроде бы видно, вроде бы все хорошо. Так, я сейчас повернусь, я сяду как-нибудь поудобней. Все видно, слышно, связь установлена, контакт есть, все хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые родители, уважаемые педагоги, учителя, коллеги. Коллеги, так или иначе, все мы с вами в одной лодке, все мы с вами занимаемся одним и тем же делом. Так, сейчас я у себя тут погромче сделаю. Угу. Все, вроде все настроено, вроде все работает. Да, неизбежно стоит признать тот факт, что действительно мы все с вами коллеги, мы заняты одним и тем же делом, и мы с вами, получается, сейчас, секундочку, мне тут звонят, все, сброшу, все, надо сделать так, чтобы никто не тревожил. Мы все с вами занимаемся одним делом, мы все с вами родители, мы все с вами педагоги, учителя, даже если таковыми не являемся по профессии, мы таковыми являемся просто по жизни периодически. У нас есть
наши дорогие дети, у нас есть подчиненные, у нас есть подопечные, у нас есть племянники, братья там, и так далее, и так далее. И все мы с вами так или иначе психологи и педагоги для этих людей. И все мы с вами задействованы в их воспитании. Давайте я коротко представлюсь. Меня зовут Илья, я психолог. Мне вот больше нравится слово поведенческий терапевт, поведенческий педагог, потому что все вот по большому счету все то, чем я занимаюсь, можно называть вот одной фразой, одним термином, это поведенческая коррекция. Я работаю именно в ключе когнитивно-поведенческого направления, я работаю с наркоманами, работаю с алкоголиками, работаю с тревожными расстройствами, с депрессией, очень много работаю с подростками. Мой стаж уже больше 10 лет. И сегодня с вами хочу поднять такую важную тему, как психосоматика. Вот что это такое психосоматика, когда мы говорим про психосоматические вопросы, связанные с детками? Детки младшего школьного возраста, детки среднего школьного возраста, подростки. Почему это происходит? Из-за чего? Вот я с этим сталкиваюсь регулярно, я с этим сталкиваюсь постоянно. Вот напишите, пожалуйста, дайте мне обратную связь, насколько для вас этот вопрос актуален, насколько вы действительно видели и наблюдали зависимость болезней, зависимость заболеваний ваших деток, ваших дорогих близких, маленьких человечков, ну, зависимость их физического состояния от психоэмоциональной сферы. Вот дайте, пожалуйста, мне обратную связь, напишите, видели, не видели, замечали или не замечали, связи никакой нет, либо все-таки связь есть. То есть заболевания, они так или иначе все равно себя проявляют, присутствуют. Ольга пишет, я видела. Спасибо, спасибо. Кто-то, может быть, с этим не сталкивался, кто-то, может быть, абсолютно отрицает данный факт и не признает его, что очень многие наши болезни и болезни наших детей, они имеют отношение именно к психоэмоциональной сфере. И в первую очередь болезни психосоматические имеют так называемый тревожно-фобический спектр. Вот сегодня мы об этом поговорим. Я видела, связь прямая, плюсик, ага. Спасибо большое. Вот это очень хорошо, что мы все с вами тут на одной волне и будем говорить по большому счету про одно и то же. Итак, такое слово, как психосоматика. Что это такое? Что оно значит для нас? Здесь надо разобраться с самим термином, с самой постановкой вопроса. Психосома. Соматика, сома. Сома – это тело. Психо, понятное дело, мы имеем в виду вот так называемую психическую жизнь человека, то есть процесс его восприятия и его реагирования, то есть интероцептивное и экстрацептивное поведение, так его назовем, да, то есть поведение человека, направленное вовне и внутрь, вот это. То есть по большому счету психосоматика – это когда мы видим прямую взаимосвязь, как восприятие мира, восприятие других людей, восприятие самого себя отражается у человека на его самочувствии, на его состоянии и на его болячках. И вот детки – это очень яркий проявитель вот этого всего. Дети являются прям лакмусовой бумажкой, которая нам сообщает ярко о том, что просто как-то что-то не так, что что-то не работает, что где-то произошел слом, что информация воспринимается неправильно, информация воспринимается как-то слишком ригидно, слишком жестко, слишком задавлено, да. И сегодня мы с вами разберем такие вот очень простые вопросы. Вообще вот в принципе вот болезни у детей, вот какие бывают психические и физические причины, предпосылки, да. Вот. Напряжение и стресс. Нервное напряжение и стресс. Вот в чем тут вообще штука и почему нервное напряжение и стресс неизбежно отражается на
на психосоматических заболеваниях. Вот. Разберем мы с вами роль семьи в целом и родителей в частности, и поговорим про роль мышления и поведения непосредственно самого человека в формировании психосоматических заболеваний. Ну и самое важное, да, что делать, как повлиять на это. Можно ли направить ребенка к здоровью, а не к болезни? То есть как мы можем посодействовать, поспособствовать вот этому. Для начала я всем вам порекомендую очень хорошую книжку, замечательную книжку, которую надо прочитать. Вот, есть две книжки, есть полегче, попроще, и есть посложнее. Вам какую дать? Вот напишите. Ту, что полегче, или ту, что посложнее? Какая будет лучше? Пишут обе. Ну хорошо. Давайте начнем вот с первой книжки. Вот это. Очень хорошая книжка, замечательная. Вот, пишут обе. Ладно. Здесь самые жадные собрались. Я все хочу. Дайте вы таблеток от жадности и побольше, да. Ладно, без проблем. Значит, запишите, пожалуйста, вот такую книжку. Роберт Сапольский «Почему у зебр не бывает инфаркта». Очень хорошая книжка. Роберт Сапольский – это профессор, знаменитый биолог. Роберт Сапольский преподает в Гарварде, преподает в Стэнфорде. Это человек, который вот прям биолог, антрополог, исследователь, этолог, ну прям вот с большой буквы. Прям вот это вот очень большой специалист, которого просто надо знать. Есть у него череда лекций на YouTube «Биология человеческого поведения». Вот я прям настоятельно рекомендую всем изучить. А вот эту книжку, вот это как раз-таки про зависимость, про прямую зависимость болезней человеческих, симптоматических проявлений, таких синдромальных проявлений болезни и стресса. Вот в чем связь, в чем есть разница и в чем есть схожесть. Вот эту книжку я вам принципиально прям вот рекомендую ее проштудировать и изучить. Потрясающая вещь, написано просто, написано легко. Это вот та книжка, которая легкая, которая простая. Все записали, все себе зафиксировали. Роберт Сапольский «Почему у зебр не бывает инфаркта». А если я здесь напишу в чате, оно закрепится или нет? Давайте я напишу. Роберт Сапольский. Почему у зебр не бывает инфаркта? Угу. Вот. Так, вот, в общем, здесь я отметил, и вы себе эту книжку обязательно зафиксируйте. Она много где продается. Вторая книжка посерьезнее, вторая книжка потяжелее. Если здесь вот у нас общий такой вот научпоповский экскурс, если здесь у нас Роберт Сапольский на примерах, на конкретных ситуациях достаточно доступно, достаточно легко все излагает, вот вторая книжка, она все-таки более существенная и более фундаментальная. Франц Александер «Психосоматика болезней». Давайте я тоже здесь запишу. Франц Александер «Психосоматика болезни». Вот две книжки, одна полегче, другая потяжелее, потруднее. В принципе, изучать надо обе, поэтому вот если вы написали обе, вот читайте, изучайте, смотрите. Если что-то непонятно, ничего страшного, со временем разберетесь. Там, по большому счету, ничего сложного нет, просто нужно время потратить на разбор некоторых терминов, некоторых значений, некоторых аналогий и экспериментов. То есть вот две фундаментальные книжки для того, чтобы разобраться, что такое психосоматика. Итак, если упрощенно, что такое психосоматика? Это прямая зависимость заболеваний человека от его жизни, от того, как он живет, от того, как он воспринимает вот эту реальность, что творится вокруг него. Я приведу пример. Вот все вы наверняка за собой наблюдали такую историю.
идет сложный отчетный период, или грядет проверка, или идет вообще в целом какая-то по работе напряженка, и вы давным-давно уже мечтаете отдохнуть. Так вот, прилечь, расслабиться, ничего не делать, да, как-то дать себе небольшой отпуск, дать себе небольшой выходной, ну и говорить себе: о, Господи, как бы мне вот, как бы мне, ну, хоть немножечко расслабиться-то, а? И тут происходит чудо. Вы на следующее утро просыпаетесь и понимаете, что ой-ой-ой, голова болит, в теле жар, озноб, и все это вместе, и все это сразу, температура высокая, кажется, я заболела, кажется, мне не здоровится, кажется, надо остаться дома. И ладно, и отлично, и слава тебе, Господи, все здорово, все прекрасно, останусь сегодня дома. Вот знакомо вам? Я думаю, что знакомо очень многим. То есть организм неизбежно всегда реагирует на ваше психоэмоциональное состояние. Так вот, у деток это проявляется напрямую. У деток это вообще прямая зависимость, абсолютно прямая того, ну вообще как это работает. Так вот, когда мы с вами говорим про заболевания психосоматической сферы, здесь нужно понимать, что, во-первых, мы с вами не сектанты, мы с вами люди дела, мы с вами люди научно-экспериментального подхода, и мы физически не можем абсолютно все болезни приписать к психосоматике. Здесь, я думаю, вы со мной согласны и понимаете. Иногда горло болит, потому что оно болит, а не потому что человек что-то пытается, затрудняется сказать. Иногда голова болит, потому что действительно есть некая суженность сосудов, есть некая необходимость пройти лечение, либо пройти просто отдых, да, освобождение от какого-то напряжения, причем физиологического характера напряжения. И иногда живот болит действительно потому, что человек съел неправильную пищу. Иногда, то есть не у всех болезней есть психосоматическая природа. Вот, поэтому давайте мы сразу с вами договоримся. Все болезни мы с вами разведем на две категории. Первая категория – действительно объективные заболевания телесной физиологической природы, то есть это заболевания инфекционные, это травмы и это патологические болезни, которые человек либо унаследовал, либо они у него патологически стали развиваться в результате тех или иных обстоятельств. Образ жизни, питание и так далее, это уже другой вопрос. То есть это болезни объективные, которые есть, которые надо лечить, которые точно совершенно нуждаются во внимании прямых специалистов. Все болезни нуждаются во внимании прямых специалистов. Здесь пренебрегать врачами нельзя ни в коем случае. Но есть объективно болезни, которые надо лечить медикаментозно и вообще традиционной медициной. Это факт. И вторая категория болезней. Вторая категория болезней – это как раз те болезни, которые провоцируются, возникают, развиваются благодаря как раз-таки психической сфере. То есть нервному напряжению, нервному истощению, какому-то конфликту, какому-то сопротивлению человека с внешней средой, с обстоятельством. Когда возникает некое непринятие какой-то ситуации, когда возникает дикий патологический страх, либо ненависть к какой-то ситуации. Да? Так вот, здесь нам нужно развести вот эти два понятия. То есть болезни действительно объективного медицинского спектра, которые нужно лечить медицинским путем, и болезни психосоматического толка, которые нужно лечить в первую очередь при помощи изменения ритма жизни, изменения отношений с окружающими, с самим собой, со средой. То есть, ну, условно говоря, изменить что-то такое важное в самом себе, в своей коммуникации с миром. Вопрос к вам, дорогие друзья, как эти два понятия развести, как правильно их расставить на свои места и разобраться в том, ну вот мне действительно надо здесь идти лечиться, правда лечиться, или мне нужно просто вот что-то в своей голове поменять, в своем поведении, в своем отношении. Как думаете, как считаете, как развести вот эти две категории, как их четко разделить? При помощи чего? С помощью чего? Каким образом? Дайте ответ, пожалуйста. Напишите.
Как нам развести вот эти две категории? Болезни физиологического толка, объективные болезни, и болезни психосоматического толка. Как вы думаете? Дайте ответ, напишите. Я думаю, что многие понимают, я думаю, что многие догадываются, просто еще пока или стесняются, или думают, что их ответ будет неправильный. Здесь нет неправильных ответов. Дайте какой-нибудь ответ, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста. Как развести объективную болезнь и психосоматическую болезнь? То есть болезнь, которую надо лечить медикаментозно, и болезнь, которую нужно лечить через изменение поведения. Ну, в принципе, я думаю, что вы догадываетесь, я думаю, что вы знаете, да? В первую очередь надо вести к врачу человека. Это, я думаю, это очевидно, да? Берем человека за руку и ведем его к врачу. Если болит сердце, то ведем человека, получается, к кардиологу. Если у человека болит кишечник, желудок, колики в животе, несварение, надо в первую очередь вести человека к гастроэнтерологу. Если проблемы в вегетососудистой системе, то опять же ведем человека к неврологу и к эндокринологу. Да? То есть в первую очередь надо пройти именно врачей классической сферы. Это обязательно. Если мы говорим с вами про деток, обязательно, если у ребенка болит животик, либо если у ребенка аллергия встречается, то нам нужно обратиться к врачу прямому. Теперь смотрите. Дальше очень часто бывает такая история, когда человек пришел к врачу, мы привели нашего ребенка к врачу, а врач ничего найти не может. А врач говорит, да нормально у вас все, у вас анализы хорошие, у вас показатели отличные, у вас, да у вас все классно, у вас все здорово, патологии нет, инфекции я не вижу, травмы внешние я не вижу, я не чувствую, я не ощущаю, все здорово. Идите успокойтесь, травки попейте какие-нибудь, да, погуляйте на свежем воздухе. Вот бывает такое? Ну, конечно, бывает, само собой. И вот какая штука. Вот в этой ситуации, в этом случае действительно говорит очень многое. Вот эта ситуация нам сообщает о том, что проблема является психосоматического характера. То есть ребенок каким-то образом очень тяжело воспринимает ту ситуацию, которая его окружает, и реагирует соответствующим образом на эту ситуацию. Я чуть подробнее расскажу, как это выглядит. То есть есть внешняя среда, в которой живет наш ребенок. И эта внешняя среда сообщает какую-то ему информацию. Информация всегда усваивается либо с принятием, либо с отторжением. Это всегда так. Это нормально. Это абсолютно нормальная история. Что такое восприятие ситуации с объективным принятием? Когда человек, допустим, находится в ситуации, когда его оценивает учитель, и он может с этой оценкой справиться. Либо, второй вариант, ребенок воспримет на себя эту оценку слишком тяжело, слишком трудно, слишком с большим напряжением, с большой долей такого тремора внутреннего. Да? Так вот, здесь вот какая штука. Дальше вот этот тремор, вот это напряжение, вот это восприятие внешней ситуации неизбежно отразится на его здоровье. То есть здоровье человека, вообще в целом, вот все системы, пищеварительная система, сердечно-сосудистая, вегетативная нервная система, они устроены по такому принципу, что в первую очередь они своего хозяина будут защищать от какой-то внешней угрозы. Если ситуация вовне сообщает человеку на уровне психики, на уровне сознания, что ситуация потенциально может быть опасной, огромное количество систем в организме начинает этому сопротивляться, начинает устанавливать блоки и барьеры. Говорит, ой, нет, надо как-то себя защитить. Простой пример. Ребенок приходит домой и видит такую картинку. Мама его встречает на пороге с напряженным лицом и спрашивает, но что сегодня в школе произошло?
рассказывай. И ребенок внутренне уже начинает сжиматься. Ребенок внутренне уже начинает напрягаться. То есть он по внешнему виду мамы ощущает угрозу. Угрозу того, что если я сейчас ей сообщу правду, истину, что по математике я получил 2, то тогда, что тогда произойдет? Мама меня, скорее всего, оценит. Оценит плохо, оценит деконструктивно, отрицательно оценит. Соответственно, мама мне скажет, что я плохой. А если я плохой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же тогда будет? Да? И вот что происходит дальше. Очень часто вот в этот момент ребенок ловит дикий, жуткий, страшный стресс. Стресс как защитную реакцию, стресс как напряжение, стресс как включение всех оборонительных систем. То есть желудок и кишечник прекращают работать в нужном режиме. Они на время приостанавливают свою деятельность. Кровь переходит в мышцы. Мышцы напрягаются, сжимаются. Вот как это видно? Это плечи поднимаются, да? Это вот в целом ребенок начинает как-то вот в комочек в такой собираться, да? Сердце учащенно стучит, дыхание учащенное, либо лицо белое, либо лицо слишком красное. То есть ребенок воспринимает внешнюю ситуацию как потенциальную угрозу. И все системы организма находятся в боевом режиме. А вот теперь представьте себе, что этот ребенок, он живет в таком состоянии. Что вот он постоянно в таком состоянии внешнего прессинга, внешнего напряжения, он в этом находится 24 часа в сутки. То есть дома он находится все время в ожидании негативной оценки. Идет он в школу, и в школе он тоже ожидает негативной оценки. Почему? Ну, потому что если учитель посмотрит на меня плохо, даже ладно, не посмотрит, а поставит мне плохую оценку, если я эту плохую оценку принесу домой, мама с папой меня начнут ругать. Автоматически это значит, что я плохой. Автоматически это значит, что я не в безопасности. То есть вот, главный первичный инстинкт, инстинкт самосохранения, инстинкт безопасности находится под угрозой. И дабы себя защитить, тело начинает активизироваться, тело начинает работать неправильно. И вот как раз-таки у Франца Александера, это вот вторую книжку, которую я вам написал, вот можете там прочитать, что есть целый спектр заболеваний, который идет именно от психосоматического напряжения. То есть заболевания легочно-респираторных путей, то есть бронхит, астма, очень часто это бывают бесконечные простуды. То есть ребенок таким образом как-то пытается себя защитить от внешней угрозы, защитить от того напряжения, от той беды, которая идет с внешнего мира. Ну, а в результате постоянного напряжения просто легочно-респираторная система, она не справляется, начинает страдать, начинает болеть. То есть, допустим, у нас изначально у ребенка не было аллергии, не было принципиально вообще никакой аллергии. Не был ребенок аллергиком. Очень вероятно то, что в результате напряжения, в результате стресса, который ребенок ловит у нас на протяжении, просто в течение общения с родителями, со школой, с внешней агрессивной средой, эта среда может быть любая, вполне возможно, что аллергия может появиться. Может появиться астма, может появиться бронхит, появиться может все что угодно. Но, опять же, в первую очередь, кому нужно вести ребенка, это врач. И врач вам скажет, есть объективная проблема, которую надо лечить классической медициной медикаментозно. Или врач скажет, я проблемы не вижу, извините меня, пожалуйста, но я не понимаю, что тут делать. Да? Вот. И вот тогда уже надо выяснять, а почему это у ребенка произошло, а в результате чего он так перенапрягся, а что такое происходит в жизни у маленького человечка, в результате чего он вынужден так напрягаться, так включать на полную мощность свои защитные механизмы вегетативной нервной системы, легочно-респираторной дыхательной системы, да, сердечно-сосудистой системы. Вот почему?
Вот что такого происходит в его жизни, что он вынужден так напрягаться? Вот. Например, еще одно заболевание, которое является чистой воды психосоматикой. Это язвы. Язвы, гастрит, гастродуоденит и так далее, и так далее, и так далее. Это все то, что связано у нас с неправильной работой желудка. Вот смотрите, если изначально у ребенка не было проблем в детстве с желудком, не было проблем с пищеварением, не было ничего такого, то есть вот патологических заболеваний нет, желудок в норме. Там в возрасте до 3-4 лет желудок у ребенка работал нормально, не было у него ни сварения, не было ничего. И тут 6 класс, гастрит. Да? Что такое гастрит? Вообще вот эти все заболевания, они в первую очередь связаны с тем, что перистальтика желудка и кишечника, и плюсом ко всему кислотная регуляция работает неправильно. Но подождите, если все системы по базовой настройке, по базовому умолчанию были в норме, если все изначально работало хорошо, то почему произошел сбой-то? Из-за чего? Вот человеческий желудок устроен таким образом, что в здоровом состоянии он способен переваривать подшипники, способен переваривать гвозди. Я вот об этом знаю, потому что я работал в местах не столь отдаленных, я видел, как осужденные глотают бритвы, как они глотают перекрещенные гвозди с облепленным мякишем, да. Ну, ничего там такого с ними не происходит. Боли, да, кровотечение может идти, но желудок и кишечник – это такая вещь, такие вот мышечные сумки, они очень быстро восстанавливаются и очень быстро переваривают все. То есть вот что делают, например, с осужденным, который проглотил бритву? Ничего. Его берут, изолируют, помещают в лазарет, он просто лежит несколько дней и, по сути, ждет, пока вот это все там внутри у него переварится. Вот. Я даже помню такой эксперимент, нам о нем рассказывали еще в университете. Вот если взять железнодорожную рельсу и в течение суток капать на нее человеческим желудочным соком, рельсу проезд насквозь. То есть вот до такой степени у нас ферментация сильная в желудке. То есть по идее, по сути, расщепляется все. А если что-то работает неправильно, если что-то работает не так, надо проводить обследование в первую очередь. Да, я настаиваю. Надо смотреть, что с желудком, надо смотреть, нет ли каких-то патологических болячек, патологических заболеваний. И если этого ничего нет, если изначально желудок был в порядке, но тут вдруг он начал работать неправильно, вырабатывать желудочный сок неправильно, то есть кислотность нарушилась, перистальтика нарушилась у желудка и у кишечника. Если все это происходит, значит, это результат стресса. Значит, это результат напряжения. Значит, это результат того, что ребенок либо перманентно, постоянно, либо эпизодически находится в состоянии переживания травмы. То есть его все время что-то травмирует, все время есть какие-то ситуации внешние, которые его фрапируют. А иной раз бывает такое, что ребенок находится уже даже не столько во внешней травме, сколько во внутренней травме. То есть, допустим, родители дома создают для него такие условия, ну, такие, что вот, например, родители доносят до ребенка: ты обязан быть чистым, обязан отлично, идеально учиться, обязан помогать маме, папе, обязан, в твоей комнате должно быть чисто, ты сам должен быть чистый, вся одежда должна быть постирана. И не дай бог будет хоть одна складочка на кровати, и не дай бог будет хоть одна троечка за неделю. И бывает такое, что вот изначально родители выстроят систему оценки вот таким жестким образом над ребенком, да, что он в этой системе живет долго, эта система становится привычной, и эта система уже работает не столько вовне, сколько внутри него. Я объясню как. Допустим, папа очень часто объяснял ребенку, что ты обязан учиться хорошо. Не то, что даже хорошо, отлично. Приносишь 4, это плохо.
а тройка вообще неприемлема, может даже домой не возвращаться, да. И вот какая штука, ребенок находится в школе, с папой он, допустим, не общается, но он все время ощущает вот этот внутренний гнет, вот это давление. То есть папины правила, они так часто повторялись, они так часто звучали в информационном поле ребенка, что он их уже воспринимает как часть собственных правил. И он уже не просто думает про то, что папа оценит его, ребенок уже сам себя научился таким образом оценивать. То есть ребенок уже не разрешает себе ошибаться, ребенок не разрешает себе быть неправильным, быть плохим. То есть он все время живет в состоянии не просто даже внешнего давления, а внутреннего давления, внутренней фрапации. Он, по большому счету, что происходит? Ребенок сам себя внутри себя травмирует. Вот эта травма происходит. Поэтому у детей психосоматика проявляется наиболее ярко, наиболее часто. Психосоматика – это отражение психического напряжения. Напряжение может быть любым. Это несогласие с оценкой, несогласие с тем, как ведут себя родители, ощущение давления, ощущение непринятия. Когда родители устанавливают слишком жесткие правила, слишком жесткие ограничения и так далее, так далее, так далее. И все это может проявляться как раз в виде заболеваний. Давайте сейчас перечислим вот конкретный спектр психосоматических заболеваний, которые страдают в первую очередь. В первую очередь это дыхательные пути. Вот как мы уже с вами говорили до этого, да? То есть легочные, респираторные, дыхательные заболевания. Еще раз, мы опять же говорим, у ребенка изначально ничего не было, и тут вдруг появилось. Причем появилось, очень часто это появляется после экзаменов, либо в процессе каких-то семейных ссор, семейной ругани там, и так далее. Вот оно появилось. Уже галочка задуматься. Второе – это кожа. Если у ребенка не было изначально кожных заболеваний, тут вдруг они появились, то есть сыпи, высыпания, экземы, псориаз какой-нибудь, вот он стал вдруг появляться, тоже повод задуматься. Само собой, в первую очередь мы ведем ребенка к дерматологу, проверяем, смотрим, плюс еще к эндокринологу. К эндокринологу обязательно. Но, кстати, вот психосоматика, она на эндокринке как раз-таки в первую очередь и отражается. То есть гормоны стресса здесь будут шкалить. То есть кортизол, адреналин, норадреналин, вот что-то оно будет такое показывать. Вот. То есть, еще раз, легочные заболевания, легочно-дыхательные, кожа, пищеварение, как уже с вами поговорили, да, то есть заболевания пищеварительного спектра – это вообще бич номер один. То есть пищеварительная система, она вообще остро реагирует на стрессы. А если ребенок находится в перманентном стрессе, то тут язвы вообще обеспечены. То есть и язва – это вообще чистой воды психосоматика. Вот кто переживал язву, я думаю, здесь скажут точно, да. Да, коллеги, если есть какие-то вопросы, кстати, есть какие-то пояснения, комментарии, несогласия, вы сразу мне в чат пишите, пожалуйста. Вы не бойтесь меня там прерывать, это все в порядке, все нормально. Вот. Так что пишите обязательно. Итак, легкие, легочно-респираторные – раз, кожа – два, пищеварение – три и сердечно-сосудистые. Что такое сердце и сосуды? В первую очередь, да, это мышцы. Мышцы, которые либо расслабляются, либо сужаются чрезмерно. Ну вот, например, если у ребенка болит голова чрезмерно, то это сосуды, скорее всего. Если у ребенка изначально были здоровые сосуды, и тут вдруг ни с того ни с сего у него начинает болеть голова, то это как раз-таки повод задуматься, где, в каких ситуациях ребенок ловит чрезвычайный стресс. Вот это важно. То есть ребенок, опять же, находится в ситуации давления, в ситуации напряжения, и в результате его внутренние защитные механизмы начинают сокращаться, и мышцы сужаются, да, то есть сосудики, это те же самые мышцы, они начинают сокращаться, промежуточки маленькие, кровь входит плохо, давление возрастает, сосуды начинают, вообще вот эти вещи начинают болеть. Поэтому вот такая история.
То есть вот эти системы страдают в первую очередь, наипервейшую. Поэтому если у ребенка проявляется что-то подобное, это повод задуматься, это повод посмотреть на то, как ребенок живет в окружающей среде, как ребенок общается с этой средой, как ребенок воспринимает те проблемы, которые на него валятся, умеет ли он их воспринимать проще, легче, и вопрос, почему он напрягается. А вот теперь очень важный момент. По сути, очень-очень важный и самый-самый важный. И есть в жизни у ребенка два человека, которые как раз-таки сообщают ему те модели коммуникации с миром, те способы восприятия реальности, которые будут, соответственно, ребенка либо вести к болезни, либо вести его к здоровью. Эти два человека, я думаю, прекрасно вам понятны и ясны. Это мама-папа. Вот. Мама-папа могут сколько угодно сообщать ребенку, что все нормально, не переживай, экзамен – это всего лишь экзамен, на словах, да? Но тут представьте себе такая ситуация. У папы совещание на работе, где папа должен выступать. Папа собирается с утра на работу, и у него вот руки до такой степени дрожат, что пуговицы не могут застегнуть, он галстук себе повязать не может, папа потеет, папа ходит из стороны в сторону, что-то бурчит, ругается, нервничает, суетится, папа то краснеет, то бледнеет. И вот смотрите, дети, они вас не слушают, они не воспринимают то, что вы говорите. Дети воспринимают в первую очередь то, что вы делаете. И ваши модели поведения, которые вы демонстрируете, мама и папа в первую очередь, да, ну вообще это может быть и бабушка, и дедушка, ну, в зависимости от того, с кем живет ребенок, кто находится в его ближайшей зоне доступа. То есть вот модели поведения, модели реакции на те или иные ситуации, вот, которые демонстрируют родители, они впоследствии становятся моделями ребенка. Поэтому здесь нужно задуматься над тем, не как ребенок себя ведет, а как я себя веду, что я делаю, как я провоцирую ребенка к тем или иным состояниям, что я такого совершаю, какие пассы, какие манипуляции во внешнем мире, из-за которых ребенок вот делает вот так. Потому что ребенок с вас копирует, ребенок делает то, что вы делаете. Ребенку можно бесконечно, сколь угодно часто объяснять, что переходить в неположенном месте дорогу нельзя. И достаточно маме один раз взять дочку за руку, посмотреть направо-налево, машин нет, и в неположенном месте через двойную сплошную перебежать дорогу. Один раз. А до этого она 10 раз сказала, что перебегать дорогу нельзя. Но один раз она это сделала, взяв ребенка за руку. Что ребенок запомнит? Я думаю, логично, да? Ребенок запомнил то, что мама сделала, а не то, что мама говорит. Потому что ребенок как губка. Он впитывает информацию, получаемую им в первую очередь визуально. И в первую очередь... То есть ребенок запечатлевает модели поведения. Вот об этом надо нам с вами договориться, да? Вот. Еще на что ребенок реагирует? Ребенок очень остро реагирует на психологическую обстановку в семье. Насколько она комфортная, либо некомфортная, насколько она является ресурсной, безопасной, или наоборот, она нересурсная и потенциально опасная. Насколько это среда обитания для ребенка, то есть вот семейная система взаимоотношений, она источает любовь или она источает страх. Вот то, что сообщают родители своему ребенку, это либо любовь, либо страх. Вот третьего просто не дано. И любой ребенок, он живет либо в состоянии любви, либо в состоянии страха. Что такое любовь? Любовь – это забота, принятие, сочувствие, сопереживание, участие в личной жизни ребенка обязательно, да, и безоценочное отношение.
Вот, по сути, вот эти 6 факторов очень важны. Безоценочные отношения в первую очередь. Очень часто детки начинают болеть вследствие того, что они видят к себе предвзятые отношения. Предвзятые. То есть мама через свое поведение, либо папа через свое поведение говорит им: я тебя люблю, только если ты... Он может даже об этом не говорить, родитель. Родитель может просто себя вести таким образом. Ну вот условно. Ребенок принес 5, мама бежит навстречу дочке, обнимает ее, целует, да. А ребенок принес 3 домой, либо 2, вообще, упаси Господь, да. Мама ходит, мама дуется, мама ворчит. И мама нет-нет, да и вспоминает. Вот какая ты у меня, какая дочь нерадивая, да. И, соответственно, здесь ребенок запечатлевает какую модальность реальности? Меня мама любит только в тех ситуациях, только в тех случаях, когда я хорошая, когда я соответствую маминым представлениям о том, как правильно жить. Естественно, ребенку становится плохо и нехорошо. Естественно, он повышенно, он реагирует соответствующим образом. И вот какая штука, да? Есть 3 типа реакций на стресс. Вот это важно. То есть в той ситуации, когда ребенок чувствует чрезмерную оценку, чрезмерное давление, когда ребенок ощущает себя не в безопасности, когда он видит потенциальный источник угрозы, он, по сути, стрессует, он, по сути, находится в ситуации давления, внешнего давления, да. И здесь срабатывает всего лишь одна из 3 моделей поведения. В принципе, раньше мы с вами об этом уже говорили. Атака, агрессия, избегание и капитуляция. Так вот, психосоматические заболевания, как правило, возникают у тех деток, которые демонстрируют либо реакцию избегания, либо реакцию капитуляции. То есть с агрессией все понятно, да? Есть напряжение внутри, ребенок выражает его вовне в виде сопротивления. То есть напряжение внутри не застаивается, напряжение внутри не копится, не растет. А вот это принципиально важный момент. Болезни возникают тогда, когда напряжение копится внутри, когда напряжение растет, когда напряжение вот просто переходит за грань точки кипения, когда вот стадия бифуркации, она уже все, вот она на пределе, и тогда все это превращается в психосоматическую болезнь, заболевание, да, вот. То есть если ребенок агрессирует, если ребенок кричит, сопротивляется, дорогие друзья, это очень хорошо, это замечательно. Это говорит о том, что вероятнее всего ребенок будет, если будет болеть, то не так часто. Это нормально. То есть пусть он, наоборот, это выплескивает из себя. Потому что вот это напряжение, вот этот стресс внутри, он как чирий. То есть вот когда гнойник чири появляется, да, его же нужно взрезать, вскрыть и выпустить из него все, чтобы почистить ранку впоследствии, да. Так вот, если модель поведения ребенок демонстрирует в виде агрессии, в виде в виде нападения и защиты такой агрессивного нападения, он тогда по сути себя чистит. Чистит от стресса, чистит от напряжения, чистит от того состояния непринятия реальности, которое впоследствии может принести ему болезнь. То есть болезнь маловероятна, психосоматическое заболевание. Если ребенок молчит, если ребенок проглатывает обиду, если ребенок не проговаривает обиду, если ребенок в целом замкнут, он предпочитает ситуации, проблемы не решать, а их избегать. И, вот это самое страшное, если вы приучили ребенка постоянно извиняться за любую ерунду, то есть капитулировать перед проблемой, вот тогда болезни будут. Вот тогда болезней будет много. Тут может быть, кстати, и лишний вес, ожирение, тут могут быть и проблемы с кишечником, и с желудком, вообще из всего того спектра, который мы с вами проговорили. Дорогие друзья, вот хочу сразу, чтобы вы поняли, вот эта тема, она очень большая. Мы сейчас ее вот буквально по верхам проходим, буквально вот чуть-чуть потихонечку цепляем, понемножку. Сегодня все мы с вами разобрать не успеем, не сможем.
Ну вот, например, я приведу такой пример. Вот что такое детское ожирение? Детское ожирение – это гормональный сбой. Иногда он бывает объективный вследствие взросления, вследствие вот гормональных перепадов, а бывает иногда, что это вследствие как раз стресса, вследствие того, что в крови очень много кортизола, адреналина, норадреналина. Соответственно, уже щитовидка работает неправильно, инсулин, гликоген, все дела, вот эти вот системы, вот эти вещества, они перерабатываются неправильно. Поэтому происходит ожирение. То есть очень часто ребенок вот таким образом, он как бы закрывается от своих проблем. Поэтому, смотрите, к психосоматическим заболеваниям склонны в первую очередь те детки, которые не агрессивны, которые молчат, которые все держат в себе, которые не разговаривают с мамой, с папой, которые предпочитают проблемы решать внутри себя. Вот у них как раз-таки вполне возможно, что будут вот эти вещи. Поэтому наблюдайте за ними, обращайте внимание, спрашивайте их. Мы сейчас с вами медленно подойдем к тому, ну, к самому главному вопросу, а что делать-то, да? Как себя вести с ребенком, как его постараться сподвигнуть к здоровой модели поведения и как сделать так, чтобы вот эти психосоматические болячки преследовали ребенка как можно меньше. Так, дорогие друзья, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, напишите мне что-нибудь, а то я уже, получается, 40 минут говорю, что-то говорю, как будто сам с собой. Вот напишите, может быть, есть у кого-то какие-то вопросы, может быть, кому-то что-то непонятно, неясно, может быть, кто-то где-то застрял. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Еще раз повторяю, тема большая, тема сложная. Мы сегодня за один раз ее не разберем. Если у вас будет интерес, мы ее потом будем детально разбирать. Вот сегодня мы вот буквально по верхам идем. Вот так вот берем детскую лопатку и ковыряем айсберг. Вот. Я с подростками работаю много, и я работаю с наркоманами. Наркомания – это тоже неспособность, по сути, решать внутренние проблемы. Это тоже, когда человек становится больным в том плане, что он не может справляться с тем стрессом. Он ищет допинг, он ищет способ заглушить вот эту внутреннюю боль. Очень интересно, спасибо, полезная информация, благодарю. Будет запись? А я не знаю, ну да, будет. У нас у предыдущих наших вебинаров всегда были записи. Хорошо, давайте еще раз пройдемся по важным моментам. То есть психосоматика есть, это факт. Отрицать это глупо. Почему? Потому что тело человека – это не просто такой сферический конь в вакууме, это очень сложная, очень большая система, которая напрямую завязана с мышлением человека, с его психическим миром и с его отношением к реальности, с его моделями восприятия реальности, восприятия себя, восприятия других людей, восприятия проблем и так далее, и так далее. И тело всегда реагирует на то, что думает голова. Вот как голова думает, как голова воспринимает на сознательном, либо на бессознательном уровне, на травматическом, да, вот на это тело реагирует всегда. И вопрос, может ли тело справиться с этим напряжением или не может. Если может, прекрасно. Если не может, будут появляться психосоматические заболевания. Разобрались, да? Это первое. Второе. Психосоматика – это не панацея. Бывают действительно объективные болезни, которые надо лечить, которые не связаны вот с какими-то проблемами в жизни у человека. То есть, вот, знаете, одной метлой под все болезни говорить, ты сломал ногу, потому что не в ладах со своей женской сущностью. Что хочется сказать такое, ты где учился? Где диплом твой, да? Глупости всякие. Они, к сожалению, звучат, бывают. Иногда слом ноги – это просто слом ноги, и это надо лечить. Здесь, конечно, другой вопрос, почему он подвернул ногу, почему он сломал, в каком состоянии духа и сознания он был, да, почему вот здесь вот так вот произошло. Вот, то есть надо четко различать физиологическую причину болезни и психосоматическую причину болезни. Я еще раз повторяю, если это травма, инфекция,
попадание внешних предметов, там, допустим, отравление пищевое, либо это какая-то патология, которая была либо унаследована, либо появилась, образовалась в силу тех или иных причин, объективных причин. Вот это все надо лечить. А вот психосоматика, дорогие друзья, это вот как раз-таки сфера деятельности в основном психологов и психотерапевтов. Вот. То есть, условно, человек, если не проработает свои внутренние травмы и не выработает механизмы защиты от внешнего мира, от людей, от самого себя, от того, что его напрягает и крепит, ну, он будет так всю жизнь язвами страдать. Язвами и постоянным напряжением. Вот. Так, получил ответ на некоторые важные вопросы для себя лично. Спасибо. Вам спасибо, хорошо. Можно к вам лично обратиться? Можно. Да, я сейчас чуть позже напишу свои контакты. Так, теперь, смотрите, дорогие друзья, дальше поехали. Мы продолжаем резюмировать. Да? Есть четкий спектр заболеваний, которые у ребенка проявляются в случае его конфронтации и конфликта с внешним миром. Что такое внешний мир? Внешний мир – это все, что не входит в парадигму «я». Вот для ребенка «я» – это четкая картинка его самого. Все, что не входит в это «я», то есть мама, папа, бабушка, дедушка, одноклассники, девочка Диана из соседнего подъезда, учительница – это все внешний мир, это все условные «они». Да? Вот. И здесь надо смотреть, где у ребенка идут сломы и перекосы в восприятии вот этих вот людей, этих процессов, этих коммуникативных схем. Если сломы действительно есть и присутствуют, то тогда ребенок будет страдать. И очень часто это выражается именно в заболевании, в болезни. И еще раз, кто из детей больше всего склонен к психосоматическим заболеваниям? Это не те дети, которые реактивно реагируют на то, что происходит в их жизни. То есть если ребенок кричит, защищается, орет, обвиняет, лезет драться, это очень хорошо, это прекрасно. Это значит, напряжение в нем не копится, это значит, он его реализует. Если же ребенок молчит, замыкается, уходит, плачет так, чтобы никто не видел, вместо того, чтобы маме выговориться, он уходит и лежит на кроватке, свернувшись калачиком в сторону стенки, да, вот тут повод задуматься. И задуматься даже не над поведением ребенка, а над своим поведением. Что я такого делаю не так? Вот. А теперь переходим к самому важному, к самому главному. Родители и вообще взрослые авторитетные люди, которые действительно являются авторитетами, да, для ребенка, в первую очередь мама, папа, это как раз-таки те люди, которые могут либо сподвигнуть ребенка к болезни, либо могут направить его к выздоровлению. Как они могут это сделать? В первую очередь через коррекцию своего собственного поведения. То есть если родители могут себя менять, могут наблюдать за собой, могут корректировать свои фразы, свои действия, свои выражения, свои внешние эманации в сторону ребенка, вот тогда вполне возможно и модель поведения ребенка будет меняться. Ну, например, вы обнаружили, что у ребенка язва 12-перстной кишки, да? А до этого ребенок был здоров и там переваривал как трактор все, молотил все подряд, да? А тут вдруг у него язва 12-перстной кишки, вот там мальчик 5 класс. Почему, из-за чего? Посмотрите на то, как вы с ним общаетесь. Посмотрите, что вы до него доносите через свое поведение. И еще раз, энергии могут быть всего две. То есть посылов таких вот поведенческих парадигм может быть всего лишь две. Либо парадигма несет за собой напряжение и страх, либо парадигма несет за собой любовь. Что такое любовь? Любовь – безусловное принятие, безусловное оценивание. Даже оценивание здесь неправильно. То есть безоценочное восприятие ребенка. Я тебя люблю, несмотря ни на что. Я тебя обожаю, мой сын. Ты самый лучший, самый классный.
Нет, конечно, за то, что ты принес двойку, я тебя накажу, но это не значит, что я тебя не люблю. Я тебя люблю. Я не буду лишать тебя внимания, я не буду лишать тебя ласки, я не буду на тебя кричать. Мы просто с тобой проговорим те штрафы, которые сейчас будут в твоей жизни вследствие твоей двойки. Все, я к тебе свое отношение не изменю, я не перестану тебя любить. Очень часто как раз-таки дети делают прямые выводы. Например, ребенок не помыл посуду, и мама ходит и двое суток с девочкой не разговаривает. Мам, я подхожу к маме, спрашиваю: вы почему так? Ну, зачем? А надо, чтобы она поняла. Я говорю: а что вы хотите понять? Что вы хотите, чтобы она поняла? Ну, она должна понять, что вот она поступила неправильно. Я говорю: угу. А хотите, я расскажу, вот о чем сейчас ребенок думает? Вот хотите? Она такая: ну, давайте. Ребенок думает следующим образом. А, Мама со мной не общается. Мама со мной не разговаривает. Мама лишает меня, по сути, самого важного, в чем я сейчас нуждаюсь в жизни. Это внимание, это слова, это поддержка, это эмоциональный контакт. Соответственно, я вот на эти двое суток, по сути, как отрезана от самого главного источника в моей жизни, источника маминой поддержки, маминого принятия, маминой любви. То есть на эти двое суток мама меня не любит. Ребенок, само собой, не может это все вербализировать и озвучить. Это я говорю, вот как оно, ну если бы взрослый мог говорить на месте ребенка, он сказал бы примерно так. Но чувствует себя ребенок именно так. Он чувствует себя размазанным, отвратительным, плохим, ужасным, конченным. И чувствует себя в отсутствии любви. И внутри реальное ощущение такое есть. Да что ж такое-то, а? И здесь возникает вопрос. А вы уверены, что реально начнет мыть посуду после того, как вы на двое суток лишите его любви? Да? Ну вдумайтесь вот в это. Ну вот как так вообще? Поэтому, если хотите, чтобы если вы хотите сподвигнуть деток именно к здоровью, то тогда надо менять модели поведения, модели общения, модели коммуникации, другие фразы, другие интонации, другие выражения, другое выражение лица, по-другому. Я понимаю, что всеми вами движет любовь. Понимаю прекрасно, просто она выражается у вас вот так. А ребенок, он ведь не умеет читать между строк, он не понимает, что вы хотите сказать. Он все воспринимает напрямую. Мама молчит, значит, мама меня не любит. А еще в порыве ведь страсти родители ведь страшные вещи говорят. Да лучше бы ты не родился. Эх, да, вот у Егора Ивановича-то сын какой, а ты у меня что? Вы представляете, какой ужас творится внутри у ребенка, когда он слышит подобное? По сути, он слышит, что папа готов от меня отказаться. То есть папа вообще меня не принимает. Здесь понятное дело, конечно, что родители, они-то в основном-то даже сами не понимают, что творят, да, Господи, прости их, они не ведают, что творят. Это правда, но здесь как раз-таки вот в чем вопрос. Что мы делаем для того, чтобы измениться? Что мы делаем для того, чтобы поменять среду общения и систему взаимодействия? Вот. Хорошо. Все понятно, все ясно, да, на данный момент. То есть, чтобы ребенок чувствовал себя по-другому, то есть, почему у ребенка болезни психосоматические? Потому что он чувствует себя не в безопасности. Он все время в тревоге, он все время в состоянии страха, в состоянии тремора, в ожидании какого-то удара. Вот. В первую очередь, ему это состояние создают его самые-самые близкие, самые-самые дорогие. Это в первую очередь мама, папа. Потому что даже учительница, даже сверстники, они не имеют такого значения. То есть, когда ребенок у себя за спиной ощущает полную любовь и стопроцентное принятие от мамы и от папы, что там будет впереди? Да ладно, да ерунда какая. То есть, это все не важно. Самое главное – это мама и папа.
Самое главное, это вот эти два человека, которые должны быть за спиной как железобетонная плита, как просто вот чугунные стальные ворота, на которые он в случае чего может опереться. То есть такой тыл за спиной, очень мощный. Если этого тыла нет, значит ребенок, по сути, находится один в чистом поле. И он все время испытывает состояние стресса, состояние напряжения. И отсюда неизбежно будут болезни. Так вот, чтобы болезни не было, надо, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным, чтобы у него внутри было ощущение «я в порядке, я в безопасности, меня любят». Чтобы у ребенка вот это все появлялось, вот это состояние, да, нам нужно менять свое поведение. То есть, по большому счету, что мы делаем с нашими клиентами? Клиенты ведут дневник, они прямо конкретно наблюдают за тем, как они себя ведут по отношению к ребенку, что они говорят, какие выражения лица этому сопутствуют, что они делают параллельно, как они себя ведут в отношении других детей и так далее. И вот после того, как мы составляем такую картинку, человек уже начинает потихоньку, по чуть-чуть выбираться из старой модели поведения и формировать новую модель поведения. Это время, это не сразу, это не то, что там недельку поработал и все. Нет, порой там несколько месяцев, несколько лет может даже на это уйти. Но если этого не делать, то все будет печально. А если вы это будете делать, то тогда есть шанс. Шанс того, что и вы изменитесь, и судьба вашего ребенка будет другой. А если вы ничего менять не будете, он просто тупо унаследует вашу же модель поведения, значит, ваши же по жизни ошибки, а может даже еще хуже. Поэтому работайте над собой, дорогие друзья. Обращайте внимание на то, как вы себя ведете со своими детьми. Если мы говорим в контексте преподаватель-ученик, обращайте внимание, как вы оцениваете своих деток, своих подопечных. Вот это очень важно, очень важный момент. Оценивать нужно не личность, оценивать нужно конкретный поступок и конкретное поведение. То есть вот есть я, да, вот есть я. Вот у меня за спиной есть моя история. Как я учился в школе, как я занимался спортом, как я служил в военном институте, как я работал там. Моя история взаимоотношений с девочками, мои драки, там, мои победы, достижения, вот все, да. Вот здесь же, вот тут же, вот что такое я? Я это, как я сегодня позавтракал, как я сегодня полдня провел в центре реабилитации для наркозависимых. Вот недавно буквально приехал перед вами. Это как я сегодня готовился к этой лекции, да? И вот теперь представьте, я говорю какую-то вещь, я делаю какое-то действие, например, я общаюсь с человеком и делаю не очень удачную шутку. И человек мне говорит, ну ты дурак-то, господи, да? Я по ошибке могу сделать вывод, что я дурак целиком. То есть вот все мое прошлое, мое сегодняшнее утро, да, моя история взаимоотношений с девочками, мои творческие победы, это все плохо. Я весь плохой. Так вот, дети, как правило, вот информацию воспринимают именно так, очень прямолинейно и обобщенно. Вот это и есть свойство психики детской, то есть под названием юношеский максимализм. Да? Максималистично принимает вот такое решение, что если мама говорит, что я плохой, значит я весь плохой, целиком плохой. Да? Наша с вами задача, как педагогов, доносить до ребенка простую мысль. Я критикую не тебя, я критикую твой поступок. Вот это важная вещь. Надо разводить. Вот личность, вот она, вот здесь. Вот она неприкосновенная, она клевая, она классная по определению. А вот поступок у этой личности. И вот я критикую его, а вот с этим все в порядке. А вот это вот было плохо, и вот это надо исправлять. И давай подумаем, что делать, чтобы вот это исправить. Но если мы критикуем вот это, не значит, что вот это плохо. С этим все нормально. Я вот сюда не лезу. И донесите до своих детей как раз тот факт, что когда мы, педагоги, вас критикуем, мы критикуем не вот это, не личность, не человека целиком. Мы критикуем конкретный поведенческий акт, конкретное дело, конкретные действия,
конкретную фразу, конкретное слово, конкретный жест. Вот. Поэтому, если я сказал дурацкую шутку, которая звучала не очень и оскорбила человека, конкретно оскорбила, это не значит, что я целиком плохой весь. Это значит, что просто мне нужно подумать, что мне сделать вот с этим конкретным действием, с этой шуткой. То есть вот эта шутка была неправильная. Я целиком в порядке, все со мной классно, все со мной отлично. А вот эта шутка была дурацкая, неправильная. Она была вредная в контексте данной ситуации. И вот это постарайтесь донести до своих деток. Вот. И, конечно же, наблюдайте за поведением, в первую очередь за своим поведением, что вы говорите, что вы делаете, как вы оцениваете их действия, какую информацию вы до них доносите. Еще раз, дети все воспринимают за чистую монету, все воспринимают максималистично и прямолинейно, поэтому надо уметь доносить до них информацию правильно. Вот так. Хорошо. Дорогие друзья, какие есть вопросы? Какие есть у вас сейчас ко мне просьбы, предложения, уточнения, корректировка? Напишите, пожалуйста. Что-то, может быть, из сказанного непонятно. Говорил я много, постарался говорить структурно, постарался осветить те вопросы, которые действительно сейчас в контексте вот этой нашей встречи, этой лекции были уместны. Напишите, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы. Угу. Спасибо вам, Лариса, за отзыв. Давайте я, наверное, напишу тогда свой номер телефона. Если у кого-то будут какие-то личные вопросы, вы мне напишите в WhatsApp, Viber, в Telegram. В принципе, без разницы куда. Звонить в рабочее время, пожалуйста, не нужно, потому что я в рабочее время телефон не беру. Вот даже сейчас с вами разговариваю, вот тут уже там 3 человека звонило. Я не беру принципиально. Поэтому, если будут какие-то вопросы, если будут какое-то предложение там поработать, либо консультация, то, пожалуйста, пишите. Так, сейчас напишу до конца. Угу. Все, вот здесь мой номер телефона, WhatsApp, Viber, Telegram, то, что вам будет удобно. Пишите, пожалуйста. Хорошо. Если сейчас у нас пока на данный момент вопросов нет, то тогда потихонечку буду с вами прощаться. Спасибо за внимание, спасибо за участие в эфире. В следующий раз у нас с вами будет тема, я сейчас скажу, какая. Да, в следующий раз мы как раз поговорим с вами про детские психотравмы. Угу. Если, кстати, будет необходимость вот эту тему по поводу психосоматики, по поводу заболеваний усилить, проговорить, углубить ее, именно такой психоэмоциональный контекст, именно поведенческий контекст поведения ребенка и контекст поведения родителя, то есть контекст поведения взрослого. Если будет такая необходимость, вы, пожалуйста, дайте знать, мы проведем еще более глубоко этот семинар в дальнейшем. Хорошо. Ладно, дорогие друзья, спасибо большое. Спасибо за вашу активность, спасибо за ваше внимание, за ваше участие. Буду ждать ваших вопросов и до скорой встречи. Спасибо. Всего вам доброго.